надо во избежание ДТП соблюдать правила дорожного движения. На наших дорогах уже давно как на фронте, а сотрудники ГИБДД работают по принципу «в борьбе с нарушителем все средства хороши». На этот раз вместе с инспекторами на дорогу вышли студенты местной автошколы, чтобы призвать водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим. Студенты раздают флаеры «Не пересекай черту», напоминающие водителям, что участник движения должен передвигаться, соблюдая все дорожные правила. Муса Хамхоев также в числе борцов за правильное вождение. По его мнению, большинства аварий можно избежать, следуя определенным требованиям безопасности на дороге. Он считает, что сегодняшняя акция поможет их соблюдать. Основная проблема ДТП – это превышение скорости и несоблюдение правил. И в любом случае, они, конечно, на подсознательном уровне они влияют на водителей. То есть у них это все запоминается в голове, и они бывают бдительны. В любом случае, это на пользу. Водители к таким акциям относятся с пониманием, тем более, что некоторые из них уже становились жертвами лихачей. Кстати, многие признаются, что, выезжая за пределы Ингушетии, ведут себя на дорогах иначе, чем на родине. Такая крайне негативная атмосфера на дорогах Ингушетии происходит по многим причинам. 90% аварийных случаев создается по вине водителей. В последнее время у нас происходят резонансного характера такие аварии, где жертвы, ранения тяжелого характера, дети страдают, взрослые и прочее. Мы хотим понять, в чем причина, а вот промониторив ситуацию на дорогах, мы понимаем, что это в основном это выезд на встречную полосу, пресечение черты. За минувший 2019 год в ДТП на территории Ингушетии погибло более 150 человек, пострадало порядка 1000. И цифра неуклонно растет. С такой печальной статистикой Ингушетия заняла второе место по количеству ДТП на юге России, уступая лишь Чеченской Республике. Только за последнюю неделю произошло большое количество автокатастроф, часть из которых с летальными исходами. За минувшие недели на территории Республики Ингушетия всего зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 4 человека погибло и 10 человек получили ранения различной степени тяжести. Также за истекшие сутки у нас в республике зарегистрировано 4 ДТП, в результате которых 2 человека погибло и 6 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе среди них 3 несовершеннолетних детей. В большинстве случаев аварии происходят из-за несоблюдения правил, однако бывают и непредвиденные обстоятельства. К примеру, авария вблизи села Яндари. 2 марта текущего года в 10 часов 00 минут на окраине сельского поселения Яндари 66-летний житель городского поселения Шсунжи, управляя автомобилем Volvo, потерял сознание от внезапной сердечной недостаточности, в результате чего съехал в кювет. В результате данного ДТП водитель был доставлен в Сунжинскую ЦРБ, где позже скончался. Сотрудники ГИБДД и дальше продолжат бороться с нарушителями самыми разными способами. Ну а жителям нужно понимать, что все должны нести ответственность за свои поступки. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24.